Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Вестник профсоюза образования». Мы поделимся с вами новостями профсоюза работников образования нашей республики. Ответим на все ваши вопросы. Смотрите сегодня в выпуске. Исполнение закона об образовании в Чеченской Республике в части мер социальной поддержки педработников. Видные деятели республики собрались за круглым столом в Доме профсоюзов для обсуждения проблем образования. В начале ноября состоялось республиканское собрание профактива, посвященное итогам работы кураторов первичных организаций. В ноябре прошел конкурс на лучшее знание правозащитной работы в рамках Года правовой культуры, объявленного в Профсоюзе образования России. Исполнение закона об образовании в Чеченской Республике в части мер социальной поддержки педагогических работников. Эту и другие актуальные вопросы обсуждали за круглым столом в Доме профсоюза. Все подробности в следующем материале. В работе круглого стола приняли участие видные деятели республики. Представители главы республики, правительства, парламента, Министерства финансов, образования и науки, прокуратуры, общественной палаты и другие заинтересованные лица. Организатором встречи был Республиканский совет профсоюза образования и науки. С докладом о ситуации с выполнением его положений, касающихся мер социальной поддержки, перед собравшимися выступил председатель профсоюза образования Хизир Герзелиев. Как известно, парламентом Чеченской Республики 30 октября 2014 года принят закон об образовании в Чеченской Республике, который вступил в силу 17 ноября 2014 года. В законе предусмотрен ряд мер социальной поддержки педагогических работников. В частности, в статье 20 установлена единовременная выплата педагогическим работникам, а в статье 21 закона предоставляется ежемесячная компенсация сельским педагогическим работникам расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение в размере, установленном правительством Российской Федерации. В статье 23 закона правительство и иные органы исполнительной власти обязываются оздоровить ежегодно не менее 1000 педагогических работников. Не станем перечислять другие статьи закона, выделим только, что озвучены мною наиболее резонансные меры социальной поддержки учителей вот уже 2 года не действуют. Закон по ним не выполняется. Основным мотивом для встречи за одним столом представителей разных ведомств республики стали случаи частичного невыполнения закона, в результате чего уже более 2 лет работники учреждений образования нерегулярно или полностью не получают гарантированные им государством льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Они не могут воспользоваться санаторным оздоровлением, не предоставляется единовременная выплата педагогическим работникам, в том числе молодым специалистам, направляемым на работу в отдаленные районы республики. Из слов первого заместителя министра финансов республики стало ясно, что львиная доля бюджета направляется в сферу образования, и без соответствующих указаний их ведомство не может самостоятельно решать вопрос, связанный с выплатой компенсаций. Посмотрите, пожалуйста. Вот образование. Видно всем, да? Вот синий цвет. Это расходы. Вот, пожалуйста, кассовое исполнение расходной части бюджета Чеченской Республики в 2015 составило 74 миллиарда 419 миллионов рублей с копейками. Из них по разделу образования 28 миллиардов 043 миллиона 655 десятых. Это за 2015 год. Вот, пожалуйста. В ходе дискуссии участники обсуждения подчеркивали, что несмотря на то, что страна переживает мощный экономический кризис, закон никто не отменял, и он подлежит неукоснительному исполнению. Были вскрыты также факты, когда финансирующие органы деньги на цели социальной поддержки учителей выделяли, но на местах их по каким-то причинам не доводили до получателей. Этот вопрос будет непременно рассмотрен, уверил участников круглого стола представитель прокуратуры Магомед Вагапов. Информация, которая представлена о задолженности по компенсациям, безусловно, этот вопрос органами прокуратуры будет самым тщательным образом проанализирован. Дана оценка как Министерству финансов на предмет своевременности выделения необходимого бюджетного ассигнования, так и их расходования на местах. Человеческий фактор, он есть везде, может быть где-то какие-то допущены ошибки, может где-то банальная оплошность тех или иных работников. Мы всем этим моментам дадим правовую оценку и
А по выявленным нарушениям мы обеспечим устранение их в первую очередь и привлечение виновных лиц к ответственности. Известно, что правительство республики приняло решение об увеличении компенсации по платежам за коммунальные услуги с 1 января 2017 года до 1200 рублей. Воспринятое педагогическим сообществом с одобрением и признательностью, вместе в большинстве районов республики продолжает сохраняться напряженная ситуация. Особенно в сложном положении оказались педагоги дополнительного и дошкольного образования. К примеру, в Очхой-Мартановском и Сунжинском районах им не доплатили по 7 месяцев. А в Наурском вообще не выдавали компенсацию с января 2016 года, то есть все 10 месяцев. По предложению председателя профсоюза образования Хизира Герзелиева, участники круглого стола ознакомились с текстом их обращения к председателю правительства республики и единогласно его одобрили. В письме на имя Абубакара Дельгириева они обращаются к нему с просьбой дать соответствующее поручение Министерству финансов обеспечить необходимым финансированием исполнения статей закона об образовании в Чеченской Республике с начала 2017 года, а также изыскать средства для погашения до конца 2016 года задолженности по выплатам компенсаций за оплату коммунальных услуг. Последние несколько месяцев специалисты Рессовета работали на выезде и активно изучали состояние дел в одном из важнейших звеньев современной структуры профсоюза. Речь идет о кураторской работе. И по итогам этого исследования в начале ноября состоялось республиканское собрание профактива, посвященное итогам работы кураторов первичных организаций. Всего на сегодняшний день кураторы работают более чем в 100 школах и дошкольных учреждениях всех районов и городов республики. Почти каждый из них имеет все необходимые для успешной работы условия. Оснащенный мебелью рабочий кабинет, компьютерная техника, необходимая документация. Каждый из кураторов получает от профсоюза определенную доплату к основной зарплате. Введение в структуру профсоюза всего пару лет назад Института кураторов, по мнению председателя профсоюза Хизира Герзелиева, оправдало себя. Во многих организациях значительно оживилась профсоюзная жизнь, повысилась ответственность и дисциплина профактивистов. Мы одна команда, и двигаться мы должны вместе, дружно, в единстве и солидарности, заявил, выступая на собрании он. Наше построение должно быть не в колонну, где кто-то впереди, а кто-то сзади, а в шеренгу. И двигаться мы должны вместе, дружно, в одну линию, в единстве и солидарно. Отстающих у нас по определению не может быть. Опыт развития ФСПУ, Фонд социальной поддержки учителей, учит, что если на начальном этапе внедрения новой формы работы не предпринять решительные меры по подтягиванию отстающих и искоренению тихого саботажа, то последствия оказываются вредоносными и для профсоюза, и для его членов. Профсоюзный строй рушится, единство ослабевает, движение тормозится. А такого состояния мы не должны допускать. 70% кураторов и их первички располагают достаточной базой для грамотного и качественного ведения профсоюзной работы. Они способны и оказывают реальную шефскую помощь закрепленным за ними профорганизациям. Это результат работы настоящих профсоюзных активистов, составляющих подлинный золотой фонд нашей организации профсоюза. Выступил на собрании председатель Федерации профсоюзов Чеченской Республики Хусейн Салтагириев, выразивший удовлетворение не только работой состоявшегося собрания, но и деятельностью профсоюза в целом. Здесь вам пожелали быть лучшей организацией не только в республике и в России. Я думаю, что вы давно стали лет 5-6 назад таковыми, и вот все эти 5-6 лет, как минимум, вы это первенство не упускаете из своих рук. К сожалению, не проводится конкурс в России «Лучшая территориальная отраслевая организация», а я убежден, если был бы такой конкурс, вы бы непременно заняли бы первое место. Вы знаете, стать одной из лучших или лучшей не просто сложно, но удерживать вот это первенство гораздо сложнее. Вам огромная благодарность, Лилия Ильинична, что вы так и делаете, что вы являетесь практическим локомотивом развития профсоюзного движения нашей республики. На встрече профактива также состоялось подписание отраслевого соглашения между Департаментом образования мэрии города Грозный и Чеченской организацией Общероссийского профсоюза образования. Свои подписи под документом, действие которого рассчитано на предстоящие 3 года, поставили начальник Департамента образования мэрии города Грозный Магомед Багаев и председатель Республиканской организации профсоюза Хизир Герзелиев.
Защита прав членов профсоюза, юридическая консультация – это работа правозащитного отдела. Каждый день профсоюзные юристы отвечают на вопросы работников образования. Правозащитники ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока и на другие вопросы. Какая разница между трудовым договором и эффективным контрактом? Эффективный контракт – это и есть трудовой договор, в котором конкретизированы должностные обязанности работника, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения выплат в зависимости от результата труда и качества оказываемых услуг, а также меры социальной поддержки. В эффективном контракте должны быть четко, вплоть до малейших деталей, прописаны эти условия. В этом и есть разница между стандартным трудовым договором и эффективным контрактом. Понятие «эффективный контракт» впервые появилось в бюджетном послании президента Российской Федерации Федеральному собранию в 2012 году, в котором словосочетание «эффективный контракт» было взято в кавычки, что означает определенную условность данного термина. В нашей школе решили перейти на эффективный контракт с работниками. Как быть с теми работниками, с которыми уже заключены трудовые договора? В соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты, при ведении эффективного контракта с работником, который уже состоит в трудовых отношениях с работодателем, рекомендуется оформлять дополнительное соглашение к уже существующему трудовому договору, где необходимо обозначить все дополнительные условия трудовых отношений между работником и работодателем, которые не вошли в основной трудовой договор. Предусмотрены ли льготы родителям детей-инвалидов при выходе на пенсию? Да, для матерей, воспитывающих такого ребенка, пенсионный возраст снижается до 50 лет, вместо 55 лет по общему основанию, при условии, что имеется трудовой стаж сроком не менее 15 лет. Отцу такая пенсия полагается с 55 лет, вместо 60 лет, положенных по общему основанию, и при наличии стажа не менее 20 лет. Однако использовать такую льготу может только один из родителей. Но эти правила не касаются тех, кто собирается выйти на пенсию по выслуге лет. В этом случае необходимо иметь 25 лет стажа педагогической работы. Если у вас появились вопросы, обязательно напишите письмо профсоюзу. Адрес на экране. Конкурс – это всегда мотивация для самосовершенствования. Профсоюз образования часто проводит их среди председателей первичных профсоюзных организаций. В ноябре прошел конкурс на лучшее знание правозащитной работы в рамках Кода правовой культуры, объявленного в Профсоюзе образования России. В конкурсе приняли участие 16 председателей первичных организаций городов и районов республики. Состязание проходило в 3 этапа. Первый из них – домашнее задание, где конкурсантам предстояло подготовить слайдовую презентацию на тему «Правозащитная работа в моей организации». Уважаемые коллеги, я хочу представить вам правозащитную работу нашей профсоюзной организации. Так как за 3 минуты невозможно презентовать всю правозащитную работу, постараюсь изложить коротко, избегая подробностей. Второй этап состоял из 25 вопросов тестового задания. Необходимо было ответить в письменной форме. В заключительной части среди конкурсантов был проведен блиц-опрос, куда вошли 24 вопроса о правозащитной работе. Наверное, мы критерии определенные содержания этой презентации определим. Так как сейчас презентация была в свободной форме проведена, значит, да, были лучше, были менее. Сегодня я не думаю, что вы все смогли раскрыть свою проведенную работу и продуктивность вот за эти 3-4 минуты. Большинство участников конкурса продемонстрировали хорошие знания правозащитной работы. Соискатели на примерах рассказали о том, что им удалось сделать за время своей работы для защиты прав и интересов работников учреждений образования. В частности, речь шла об актуальных вопросах, связанных с компенсационными и стимулирующими выплатами, тарификацией заработной платы, ее правильным и своевременным начислением. Многим председателям удалось добиться сохранения рабочих мест для учителей, достигших пенсионного возраста, решить другие, не менее актуальные вопросы, требующие юридического вмешательства. Торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса состоялась чуть позже в актовом зале Дома профсоюзов на собрании профактива. По итогам конкурса победителем стал председатель правкома школы номер 2 села Мартанчу Урус-Мартановского района Ади Газуев с формулировкой «За хороший результат в деле защиты прав членов профсоюза и повышения эффективности защиты социально-трудовых прав и законных интересов работников».
Он показал наиболее высокий результат. По его словам, конкурс был интересным, а не сложным. Победу в конкурсе «Лучший договор» одержала председатель первичной организации детского сада номер 119 «Родничок» города Грозный Мадина Джамалдинова. Все победители и призеры обоих конкурсов награждены дипломами и денежными премиями профсоюза образования. Если человек знает специфику своей работы и прилагает максимум усилий для достижения наилучшего результата, конкурсы служат не бременем, а наоборот, стимулом. Потому что, во-первых, это прекрасная возможность продемонстрировать свои знания. Во-вторых, почерпнуть для себя много нового. Обменяться с коллегами полезной информацией. Наладить с ними связь, которая в будущем поможет благоприятно отразиться на нашей общей профсоюзной работе. В 1925 году, ровно 91 год назад, распахнулись двери педагогического училища для первых студентов. Для очередных новобранцев в колледже прошел праздник посвящения студенты. Старшекурсники раскрыли только им известные секреты студенческой жизни и дали дельные советы первокурсникам. На празднике в качестве почетных гостей присутствовали министр образования и науки Исмаил Байханов, народный артист России Дагун Амаев, первый заместитель председателя профсоюза работников образования Дауд Герзелиев, а также выпускники педагогического училища, которые, добившись успеха в жизни, не забывают тех, кто дал им путевку в жизнь. Doktor Juristverkschendeutsch. Hier wo die Ballbierstraße wieder Basis noch. Hier wo ist Akball Basis. Hier wo ist hier wo Zentrum Schiene hochstellen. Da höre ich schon gut. Zum Ibrahim das hat wohl alles schon da erstmal. Грозненский педагогический колледж – одно из старейших учебных заведений Чеченской Республики. Многие выдающиеся люди республики были выпускниками педагогического училища. Оно было одним из лучших средних специальных учебных заведений Северного Кавказа. А в 2009 году колледж вошел в список 100 лучших СУЗов страны. В учебных заведениях нашей страны торжественная часть посвящения сопровождается передачей символического ключа знания и огромной зачетной книжки от старшего поколения вновь прибывшим. Студенты педколледжа ко всему решили добавить еще один соленый символ. А еще мы хотели бы вручить новоиспеченным студентам пуд соли, который предстоит им съесть, прежде чем они станут настоящими специалистами. Представители профсоюза образования республики пришли на торжество тоже не с пустыми руками. Студентов наградили дипломом за волю к победе во втором республиканском турнире по мини-футболу среди студенческой молодежи, который прошел в октябре. Золотой бусой награждаем мы за 4-е место команду педколледжа по мини-футболу. Вымпел и диплом. За 4-е место. Важность момента была подчеркнута коллективным торжественным произнесением клятвы первокурсника. Торжественно клянемся использовать полученные профессиональные навыки и опыт для укрепления могущества и процветания Российской Федерации и Чеченской Республики. Почетный гость мероприятия Дагун Амаев пожелал студентам-новобранцам успехов в учебе и напомнил им, что полученные в этих стенах знания будут помогать им всю дальнейшую жизнь. Dānlēs Dīna, akadēmiķis, profesors, Helmuts, и до Карлацадов lielu. Да, уздēli lielu dojuši. Многие студенты с нетерпением ждут того момента, когда их посвятят в студенты. Если сейчас это веселое и забавное мероприятие, то, например, в средние века во Франции студентам приходилось выносить массу издевательств, чтобы их стали считать полноценными членами учебного заведения. Теперь же процесс посвящения в студенты очень символичный. Он еще раз указывает на то, какой серьезный путь начинают студенты.
Это все, что мы успели вам рассказать. За кадром, как всегда, осталось еще много интересного. Более подробно обо всем вы сможете узнать на сайте редсовет.ру. До новых встреч. Адикелш.